В Республике Коми несколько озер с названием Вад. Есть такое озеро и в Троицко-Печорском районе. Сейчас я как раз нахожусь на его берегу. Вад. Так в Коми обычно называют непроточные лесные озера с топкими берегами. И наше озеро соответствует всем требованиям своего названия. Оно находится в глухой тайге среди болот, недалеко от дороги, соединяющей поселки Усть-Илыч и Белый Бор. Вот тут вам пройти немножко, да, и все, ты в дебрях. Ты уже можешь столкнуться с медведем, можешь с лосем столкнуться. Медведь у нас вот там выходит, он на той стороне. Здесь парень у нас дежурил, медведь с этой стороны поплыл сюда. Он его не видел, пока он в панике, говорит, студент был один. Он говорит, я встал и не знаю, что делать. И когда он встал, медведь его заметил и сразу поменял направление и поплыл туда. И нас эти медведи больше видят, они просто незаметные. Это мы шумливые все люди. Озеро небольшое и по форме напоминает бумеранг, один конец которого соединяется через протоку с лесной речкой. Это бывшее русло Печоры. Может, 1000 лет назад уже тут это текла река, но это ее русло. Со временем она затянулась, но удивительно в другом. Вода чистейшая. Здесь много родников, и озеро это самоочищающее. То есть зарастать, как болото, она не будет. За счет этих многочисленных подводных родников вода в озере чистая и прозрачная. На небольших глубинах можно разглядеть дно. Вода всегда прохладная. Не каждый отваживается купаться здесь. Вода уже в прошлое воскресенье 14 градусов. Я купался. Так, вот тут у нас, посмотрим, градусник. 11 градусов вода. А лед недавно сошел. Это идеальная температура для рыб. Здесь обитают окуни, ерши, плотва. Несколько лет назад озеро взял в аренду один из предпринимателей района. Компанию местному подводному населению разбавили форель и карпы. За их ловлю сейчас изымается отдельная плата. Но наши рыбаки пока без всякого улова. Не клюют ни местные, ни гости. Поэтому принято решение – устроить подводную охоту. Наш дайвер Руслан, здесь его прозвали ихтиандром, ищет под водой рыбу. Повар Александр готовит костер для ухи. Ну а мы дальше знакомимся с местными достопримечательностями. Особенность озера Вад – кочующие острова. Их здесь несколько. Вот этот маленький сюда занесло буквально на днях. Такие острова образуются в основном весной. При поднятии уровня воды в озере заболоченная часть берега отрывается и уходит в свободное плавание. Количество плавающих островов меняется каждый год. Появляются новые, а прежние разрушаются или снова пристают к берегам. Обычно основание таких островов-бродяг состоит из густо переплетенных между собой и плотно спрессованных временем корней деревьев и травы. Плавучие острова время от времени отрываются. Мы их все собрали в кучу, кольями пришпилили. Здесь глубина, вон видите, эти колья 7-метровые. И сейчас они пришпилены на это. Но сильный ветер их может качать, отрывать. По острову можно ходить, он выдерживает вес взрослого человека. Можно даже ягоды собирать. Но я все равно боюсь. Для прогулок здесь есть вот такие специальные тротуарчики. И даже целые площадки. Эти острова здесь научились использовать в хозяйственных целях. На некоторых устроены скамеечки для отдыха. Вот так, глядя в голубую гладь воды, можно посидеть, поразмышлять о вечном. Но прежде надо познакомиться с особенностями кочующих островов. Кустики, видите, растут. Вот это безопасно. Она уже настолько схватилась, что туда можно наступить ногой смело. И если ничего не растет, а тем более если растет желтенький, вот как здесь, сюда не наступать.
провалишься. Можно и к самому краю, здесь надежно подойти, но лучше не рисковать под самый край. Толщина вот этого плавучего острова, ну, где-то 1,5 метра. Так что тут не провалишься. Знаете, мы один раз увидели, как она получается. Вот всплывает с самого дна корневище, вот так все переплетенное, да. Она раз и всплыла. Видно, высохло все, сколько времени там эти кувшинки росли, гнили там. И наступило время, и она стала легче, и ее выкинуло вверх. Старожилы утверждают, что глубина озера местами достигает 18 метров и живут там гигантские рыбы. Посмотрим, удастся ли нашим рыбакам поймать хотя бы одну большую рыбу. Не повстречалась рыба-гигант и нашему дайверу Руслану. Да и на удочку мало что удалось поймать. То ли рыба нынче ушлая пошла, то ли мы плохие рыбаки. Хотя неудачу местные жители объясняют просто. В мае нет комаров, вот и уходит рыба на дно. Искать себе корм. Не время еще для большой рыбалки. Руслан, ну хоть что-то было? Где наша рыба, Руслан? Окуни. Окуней много, да? Окуни стайками бегают. Вот такие окушки наглые, шустрые. Вода прозрачная, хорошо видно, рыбу хорошо видно. Рыба совсем не пуганая, подпускает очень близко. Окуни практически руками его трогал. Ему любопытно, он такого зверя первый раз, видать, видит. Хоть рыбалка и не задалась, удалось нам поймать всего лишь несколько окуней, но это никак не испортило наш отдых. Вкусной ухой мы себя все же обеспечили. Приближается время обеда, уха у нас уже почти готова, сейчас мы ее и попробуем. Аппетит на свежем воздухе разыгрывается волчий, так что хороший пикничок просто необходим. Сидя на берегу озера с тарелкой ухи, начинаешь понимать, вот оно счастье, пусть и не рыбацкое. Да и цель нашего похода была другая. Хотелось познакомиться еще с одним удивительным уголком нашего севера. И нам это удалось. Дрейфующие от берега к берегу острова, подводные ключи, прозрачная чистая вода. Вот что делает Троицко-Печорское озеро Вад привлекательным для отдыхающих. И особенно приятно осознавать, что таких лесных озер в нашей республике немало. Походы к ним могут стать хорошей альтернативой заграничному отдыху и морю.